Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Скажите, пожалуйста, вот почему необходимо участвовать в выборах? Странный вопрос, мне кажется, нужно ли участвовать в выборах. Очень странный. У человека есть право, у личности есть право, есть воля, есть желание. И ему говорят, не участвуй в выборах. То есть ты должен почему-то на каких-то основаниях быть получеловеком. Почему я не могу выразить свое мнение? Выбор, он и называется от слова «выбор», «выбирать». Я имею право выбора или нет? Или мне что-то должны навязать? Или сказать, нет, не выбирай, у тебя нет такого права. Причем современные выборы, это ведь я родился в Советском Союзе. Большая часть моей жизни прошла в советское время. И когда мы ходили голосовать, в бюллетенях не было никаких альтернативных фамилий. Один пришел, бюллетень бросил и все. Вот все выборы. Сегодня есть возможность выбирать самых отъявленных коммунистов, не дай бог, чтобы это повторилось в истории нашего государства. Там свободных, демократов, кого угодно, олигархов, рабочих, кого угодно. Вот тут почему не надо идти на выборы? Очень странно вообще, конечно. Потому что выборы – это твоя жизнь. Это жизнь твоих детей, жизнь твоих родственников, близких. Идя на выборы, ты создаешь будущее для них. Каким оно будет? А будет оно таким, какое ты выберешь правительство, власть и управляющих страной. Есть мнение такое, что выбирай, не выбирай, от моего выбора ничего не зависит. Вот поэтому и некоторые не ходят на выборы. В любой стране есть, конечно, мейнстрим, когда люди, вот уже 4 срока, по 5, по 4 года, я уже не знаю, в Германии голосуют за Ангелу Меркель. Ну так голосуют люди, такой выбор. И что, мы можем говорить о том, что в Германии нет демократии? Нет, конечно. Как это не зависит? Ну, сидеть дома и думать, что вот большинство людей, конечно, будет голосовать за ныне существующую власть, потому что им это нравится. Ну, тогда пойди объясни своему соседу, чем современная власть хуже, чем власть Сталина, Хрущева, Брежнева, при которых я жил, когда жрать нечего было. За сахаром в очередь стояли. Я при Хрущеве, мама просила занимать очередь, по 12 часов стоял в очереди, чтобы купить сахар, муку и прочее. И вот они говорят, не ходи на выборы. Ну пусть возвращают Сталина. Есть такой там, очень странный человек, совершенно безумный, Грудинин. Но это же просто маразм, то, что этот человек говорит. Неужели кто-то пойдет и бросит бюллетень за этого человека? Это просто кошмар. 41 миллион людей, живых людей загубил Сталин на войне и в концлагерях. Гитлер, захватывающий нашу страну,
положил головы всего 7 миллионов немцев, причем на Восточном фронте, на Африканском фронте и на Российском фронте. 7 миллионов. А этот умудрился уничтожить 41 миллион населения собственной страны. На войне и в концлагерях. Он что, ненормальный, что ли, Грудинин? Больной на всю голову? Я жил при Сталине. Когда у брата моего старшего были единственные брюки, и у меня, кстати сказать, в школе были единственные брюки. И чтобы нужно было поливать огород, а он на танцы. И сестры брали его брюки, мочили в бочку, и все, ему не в чем было пойти на танцы. Вот так жили. Причем ведь войну прошли большее, подавляющее число народов, населяющих планету, вот эту войну страшную. И Япония, и Корея, и Германия, и Франция, и Англия, и Америка, все участвовали в войне. Но столько, то, что было уничтожено в нашей стране, это просто пренебрежение человеком. Живыми людьми, без оружия, без возможности хоть как-то защититься, закрывали как булыжниками, как кирпичами. Наступление. И этот человек сегодня смеет рот открывать. И еще баллотироваться в президенты. А меня спрашивают, пойдешь ты голосовать или нет. Конечно, пойду. Я просто, я не знаю, как там бюллетени, грудининский бюллетень возьму, я не знаю. Жопу вытру обязательно этим бюллетенем грудининским. Просто мерзавец. И кто-то же будет голосовать за него. То есть что, мы не учимся ничему, что ли? Не понимаю вообще, что происходит. Поэтому, естественно, я пойду обязательно голосовать. И каждый нормальный, здоровый человек, обладающий правом выбора, должен пойти и проголосовать. Если не хочет, чтобы вот такие, как Грудинин, пришли к власти, и снова началась эта совершенно ужаснейшая в истории всего человечества эпоха. Никто столько людей не уничтожил своего народа, своей нации, как Сталин. А мы сегодня живем в свободной стране. Вот такой свободы не было никогда в истории российского государства. Мы забыли, что ли, что 70% населения было крепостные крестьяне? И несмотря на отмену, там в 1964 году, в 1861, не помню, несмотря на отмену крепостного права, эти крестьяне так и остались крепостными. А куда они пойдут? 70% населения крепостные были. А куда? Ну да, вышел указ. Больше нет крепостного права. А куда они пойдут? Ну, они же кушать хотят, как минимум, хотя бы раз в день. Где он может поесть? И вот эти 70% населения России пойдет по стране куда-то. Они так и остались до революции. Они и делали революцию, эти угнетенные. Это какой-то кошмар. Просто, и еще люди, немедленно голосовать. Потому что та свобода, которая сегодня есть в России, это исторический период, который впервые свершился или произошел в истории российского государства. Когда действительно у нас есть свобода. Свобода выбора, свобода действий в рамках закона, естественно. Я не помню такого периода. Вот у нас у всех желающих есть работа. Я даже не знаю, сколько у меня брюк и пиджаков. Хотя еще совсем недавно я работал в Саратовской филармонии, ну сколько это было там, в
15 лет назад, что ли, 10. Каждый костюм доставался, за джинсами ездил на барахолку в Одессу. Джинсы купить. Забыли, что ли, это все? А сегодня у нас выбор, я просто поражаюсь, гораздо шире, чем в Америке. Не надо ездить никуда, ни в Германию, ни в Америку, за то, чтобы выбрать одежду, выбрать еду, выбрать жилье и так далее. Все здесь есть. Да, не бывает ничего во Вселенной, мгновенно не происходит даже взрыв звезды. А мы хотим, чтобы все раз и получить какое-то там необыкновенное общество, самое демократичное на планете Земля. А не существует таких обществ. Везде существуют обязанности граждан перед государством и обязанности государства перед гражданами. Это взаимосвязь всего сущего во Вселенной. О каком... Ну, я просто возмущен. И хорошо. Я пойду, я проголосую за Путина. У кого-то есть масса претензий к президентству Путина. А без этого не бывает. Ну, не бывает ни одного там, избранного народом представителя власти ни в одной стране. Не бывает идеального. Вот мы видим Трампа. Тоже избран. Ну что, идеальный президент Америки, что ли? Поэтому, еще раз повторяю, выборы – это в первую очередь ваша личная честь, достоинство и ваша слава даже. Потому что выборы дают вам право выбора. Это не пойду. Ну и лежи, как тряпка половая возле дома, пусть отирают ноги. Интересно. А может быть, люди скучают по тем временам, когда была вот такая стабильность, там, допустим, как при Советском Союзе. Какая стабильность при Советском Союзе? Поступить куда-то, допустим, образовательная система. Образовательная система в Советском Союзе была, ну, можно даже сказать, насильно люди получали образование, потому что до 7 класса ты должен был проучиться обязательно. А сейчас разве не так? В советское время 7-летнее образование было обязательным для всех подростков. Далее ты выбирал техникум, завод, куда угодно, или продолжать учиться до 10 класса. И инженеров и людей с высшим образованием было больше, наверное, чем людей трудящихся, так называемых, которые должны были работать. Но это хорошо. Образование никогда не мешает. Образованный токарь или образованный пахарь – это все-таки человек не только социально ответствующий, но и адекватно действующий, образованный человек. Образование нужно давать, необходимо. А я разве сказал, что наше современное общество, наша современная власть совершенна? Это эволюционный процесс, который идет на планете Земля. И человечество эволюционирует разными темпами в разных регионах. Мы что, сегодня хотим построить какое-то канадское или австралийское общество, только что перешагнув эту ужаснейшую эпоху коммунизма и социализма? Когда насилие было главным фактором в отношениях между людьми. Не нравится — в тюрьму. Я сам сидел 3 дня.
Я даже не могу, вот сейчас вспоминаю, какой-то ужас. Передавали рукописи Солженицына в рукописи, чтобы почитать, что происходит в стране у Солженицына. И передавали, и приходили КГБшники домой, рылись по полкам у меня, потому что кто-то донес, что у меня рукописи Солженицына. Ну, перепечатанные на машинке, там они все растиражированы. Забыли, что ли, это все? И сегодня сравнить. Ну, делай, что хочешь. В рамках закона. Власть не может быть совершенной. Как только человечество создаст совершенную власть, закончится эволюция на этой планете. Власть учится так же, как учится народ. Это исторический процесс. Это естественный процесс. И сегодня, вот какое счастье, чуть не сказал, слава Богу, я неверующий человек. Сегодня мы имеем возможность практически любую свою внутреннюю цель и задачу реализовать. Другой вопрос, что никто не будет тебя пихать под задницу, иди получай 10 лет образования. В школу, иди в школу. Ну, не хочешь, не учись. Но если родители идиоты не внушили тебе с детства, что образование просто тебе необходимо для достижения определенных целей в социуме, ну, не учись, ну, сам дурак. Ведь и тем хорошо сейчас. Если человек хочет быть дураком, он на это имеет полное право. Да, я идиот, не хочу ничего, буду сидеть дома. Ну, ему там еще даже помогут, что-то дадут, какие-то там пособия. Марий Каримович, еще вопрос хотел задать по поводу вот татарской эстрады. Вы следите, не следите, я не знаю, следите, наверное, да, хоть как-то вот, за татарской эстрадой. Почему вот за столько лет у нас не появился там свой Таркан или Милен Армен, как думаете? Почему в Татарстане не появились свои выдающиеся яркие исполнители? Вот тут мы опять вернемся в Советский Союз. Все-таки в Советском Союзе было принуждение, которое так или иначе подталкивало развитие того, что Советскому Союзу казалось необходимым. Но нужны были певцы из разных республик, которые должны были быть популярными в Советском Союзе. Это, собственно говоря, была государственная политика. Должен быть певец из Казахстана, там, Ермек Серкебаев, там, должен быть певец из Татарстана, должен быть певец из Украины и так далее. Сегодня никто никому ничего не должен. Сделай сам. И мы же видим, что вся, не только татарская, вся российская музыкальная сцена на задворках в сравнении с мировой музыкальной индустрией. Вот в мировой музыкальной индустрии кто появляется? Там, англичане, американцы. Иногда возникают какие-то австралийцы, канадцы, там, ну, англоязычные, потому что, во-первых, больше людей, которые понимают этот язык и о чем поют. Во-вторых, конечно, сложилась эта индустрия уже как минимум 150 лет назад, где-то 150 лет назад. В советское время тоже ведь была довольно развитая музыкальная индустрия у нас. Музыкальная индустрия – это не шоу-бизнес, это производство музыки, пластинки, которые продавались. В советское время тиражи пластинок превышали даже тиражи выпускаемых пластинок в Америке. И у каждого дома был гигантский набор этих пластинок. Эти пластинки слушали,
И в зависимости от того, что выпускала, единственная студия грамзаписи, потом она стала мелодией, то и становилось популярным. Сегодня этим никто не занимается. Печально. Печально. Конечно, мы должны продвигать нашу национальную музыкальную индустрию, российскую. Неважно, какой она будет, татарской или якутской или русской. Но мы должны продвигать на мировой рынок. Пока у нас таких возможностей нет. Но я не думаю, что это самая главная потребность на сегодняшний день нашего государства. Хотя это очень важно, потому что музыка – основа национальной идентичности. Да? Мы же слышим по музыке сразу, стоит только запеть, мы же сразу слышим, какой национальности или какой части света принадлежит эта музыка. Мы это слышим. Музыка – основа национальной идентичности, поэтому ее надо развивать. Это не просто развлечение, как думают власти. И у нас не существует законодательства, способствующего развитию музыкальной индустрии на нашей территории. Более того, продвижение музыкальной индустрии за пределы страны. Ведь захват музыкальных рынков – это значит продвижение вашей национальной идентичности на чужую территорию. Мы пока этого не понимаем, и российское законодательство не создает условий для развития национальной музыкальной индустрии. Потому что если бы были эти условия, значит, развивалась бы какая-то там, неважно, якутская, или там ненецкая, или калмыцкая, или татарская, башкирская музыка. Вдруг, как и это бывало в СССР, вдруг появлялись какие-то исполнители, там, скажем, Кала Бельды какой-нибудь, да, или Ильгам Шакиров, которые будоражили всю страну. Ну, я думаю, что понимание того, насколько важна музыка для сохранения национальной идентичности, для стимуляции вот этих общественных движений в нации, в государстве, власти поймут со временем. Потому что в советское время говорили, кто играет джаз, тот родину продаст. Потому что это была американская музыка. Так и случилось. Америка развалила Советский Союз. И пришло восприятие американского политического и социального духа через музыку. Поэтому нужно создавать все условия для развития национальной музыки, в том числе и, конечно, татарской. А вот если мы так посмотрим, вот, например, Таркан, государство что ли продвигало? Конечно. Конечно. Турки так мощно продвигают своих на мировой рынок. Конечно. Всегда за этим стоит. А как? Ведь Таркан – это не просто певец. Таркан – это система. То есть система, образовательная система, воспитательная система, система восприятия своей национальной музыки. Если мы здесь слушаем европейско-американскую музыку, турки слушают турецкую музыку. Они не торчат от шведской аббы. Понимаешь, вот в чем дело. Условия, среда. Ну, не может в пустыне Сахара родиться лягушка. Ей вода нужна. И среда создает, собственно говоря, тот уровень музыкальной индустрии, который становится конкурентным в мире. У нас в России этой среды нет, этих условий нет для развития национальной музыкальной индустрии. А отсюда и нет возможности в регионах тоже поднимать своих певцов. Если в советское время этим занималась советская власть,
и певцы за 10 рублей с концерта зато получали иногда, в редчайших случаях, возможность за счет государства продвигаться на общенациональную музыкальную сцену. И государство их пиарило. А вот что должно сделать государство, если мы хотим, например, Татарстан хочет, например, воспитать своего певца, чтобы продвигал нашу культуру? Для этого надо, для того, чтобы, мне кажется, в первую очередь надо для продвижения татарской музыки на общенациональный, общероссийский рынок необходимо создать условия в Татарстане. Что должно быть конкретно? Ну, в первую очередь, конкуренции. Конкуренции полно. Да, во вторую очередь условия, если... Хорошо, вот татарские певцы конкурируют. Победитель, что с ним происходит дальше? Он умирает через 3 месяца в медийном пространстве. Ну, победил, после конкурса там повякали, что-то там поговорили 2 недели и забыли. Нет, не забывает, продолжает слушать. Ну, кто-то продолжает слушать, а мы ведь говорим о массовом восприятии. Музыкальная индустрия – это массовая экономика в массовом пространстве. Для того, чтобы часть стать, скажем, заметным явлением в музыкальной индустрии, для этого государство должно создать поле, на котором прорастает эти вот яркие, выдающиеся личности. А этого нет. У нас нет, нельзя ничего сделать в Татарстане, потому что не существует общероссийского законодательства в этом направлении. Нет, существует. 3 закона регулируют российскую музыкальную индустрию, которую они называют шоу-бизнес, странно так. Вы говорите, что вот про это законодательство, которое регулирует, да? Я просто механизм вы не могли бы объяснить. Вот вы сказали, что вот мы пишем, человек занял в хит-парадах 1-е место. Что должно сделать государство? Вот вы не могли бы как-то инструкцию дать? Ну, не все, во-первых, на какой основе существует, можно доверять хит-парадам? Должно существовать законодательство, регулирующее правдивость этих хит-парадов, или нет? Даже так. А? Даже так. Ну а как ты думаешь? Если ты говоришь, вот хит-парад, вот такой-то, почему я должен верить этому хит-параду? Это какой-то один навязывает свое мнение кому-то. Другой навязывает свое. Если мы говорим о хит-парадах, значит, должно быть справедливое тестирование того или иного явления, или нет? А раз начинается тестирование, значит, должно быть законодательство. На каких принципах? Просто элементарно. Инструмент, которым мы пользуемся при тестировании, он должен иметь общенациональные параметры или нет? А это уже закон. Для того, чтобы создать эти общенациональные параметры оценки, уже должно быть законодательство. На каких основаниях мы принимаем то или иное решение? И так далее. Дальше. На каких основаниях звучит та или иная песня в телевизионном или радиоэфире? Деньги заплатил. Ну и, значит, бездарно, если у бездарного есть нефтяная труба, значит, он становится выдающимся исполнителем. Так получается? Или все-таки государство хотело бы, чтобы выдающимся исполнителем был талантливый, яркий исполнитель? Если государству нужен талантливый, яркий исполнитель, который становится общенациональным символом, значит, для этого нужно создать систему оценок. А система оценок и система продвижения его наверх, это и есть законы, которые регулируют эту систему. А не просто элементарно. Должна быть конкуренция или нет?
А если есть конкуренция должна регулироваться законами. Или взял нож, пошел, пырнул ему в живот или в жопу, и он умер, талантливый исполнитель. И тебе ничего за это не будет. Ну, это уже уголовный кодекс. Ну, вот и о чем и речь, что только уголовный кодекс и регулирует музыкальную индустрию. А должны быть законы, которые не допускают этого. И мы ведь знаем, был не один случай, когда конкуренты разбирались друг с другом там, уже на основе уголовного кодекса. Почему? Потому что не существует регулятора музыкальной индустрии, общенационального законодательного регулятора. Не существует. Вот за 15 лет существования уже нынешней Думы было принято всего 3 закона, регулирующих музыкальную индустрию. Что такое музыкальная индустрия? Радио – это музыкальная индустрия. Это, естественно, музыкальная индустрия. Потому что там звучит ваша музыка. Кто у нас из музыкантов, чья музыка звучит по радио, получает деньги? У американского исполнителя это основной доход в его деятельности музыкальной. Звучание музыки на радио. Звучание музыки по телевидению. Кто платит? Телевидение платит музыкантам или музыканты телевидения? Вот ты улыбаешься. Музыканты платят, я знаю. Да. А за это должен быть музыканты платят. За это законодательно должен быть закон, принятый Госдумой, о расстреле тех, кто заставляет музыкантов платить за их же продукт. Ну, это нормальная экономика. Когда ты шьешь сапоги себе, татарские, там челму сшил, я не знаю, халат, пришел на базар и еще предлагаешь деньги, чтобы это все у тебя взяли. Это нормально? Это же абсурд. А у нас так. Сам написал музыку, сам написал слова, сам спел, сам заплатил за студию, твоя собственная фонограмма, а потом еще заплатил за то, что она звучит в эфире. Да. А эфиры на этом зарабатывают, на рекламе и так далее, на продаже всего эфирного контента. Это нормально? Нет, не нормально. Как может в таких условиях развиваться определенная отрасль экономики, которая называется музыка? В советское время такое было. Точно так же приходили на фирму «Мелодия», записывали, фирма «Мелодия» продает потом 10 миллионов пластинок, а он получил за работу в студии 40 рублей. А Мадонна получает за эти тиражированные записи там, $1,5 миллиарда. Вот вся разница. Потому что если в мировой музыкальной индустрии, в цивилизованных странах, если музыка звучит в лифте, значит исполнитель и автор уже получает деньги. Приведу тебе простой пример. Вот без защищенности, абсолютной абсолютная беззащитность российской музыкальной индустрии. Мы не входим не являемся соучастниками практически никаких международных законов в области музыкальной индустрии. Даже авторское право. Ну, совсем недавно вот, был эпизод, когда посадили людей, которые стояли во главе РАО, потому что они все деньги клали себе в карман.
Ну как это может быть? Даже в советское время это строго контролировалось, мы хотя бы какие-то получали деньги. Я играл в городе Усть-Каменогорске и получал практически 2 зарплаты инженера, только авторские, за то, что мы играли на танцах. Мы заполняли эти рапортички по авторской праву. Сейчас этого нет. Или еще один маразм вообще редчайший. Есть песня «Дорогой длинною». «Дорогой длинною, да ночкой лунною». Авторы ее Борис Фомин и Константин Подревский. Знаешь, кому принадлежат права на эту песню, на издание и исполнение этой песни за пределами России? Не знаешь. Полу Маккартни. Потому что авторские права российских исполнителей и в соответствии с российским законодательством действуют только на территории России, потому что наши авторские агентства не входят в состав всех этих мировых организаций по авторским правам. Вот и отсюда и проблема. Полная самодеятельность и безысходность в области развития национальной музыкальной индустрии, которая является в первую очередь основой национальной идентичности этого народа. А во вторую очередь это одна из самых мощных отраслей экономики в любой стране. Оборот американской музыкальной индустрии в 1999 году, хрен знает когда, сколько уже, 20 лет назад, составлял $1 триллион. То есть он был выше, чем оборот всей американской экономики. Вот что такое музыка. Люди любят музыку, они хотят ее слышать. Они готовы платить за это. За концерты, за звучание в лифте, за звучание по радио, по телевизору, дома, на игрищах. Ну, можно себе представить свадьбу там или какое-то сборище друзей без музыки. И мы ведь себе не отдаем отчет, что звучание музыки – это деньги. Кто-то же это написал, кому-то же это принадлежит. А при вот таких условиях что-то можно посоветовать вот молодым людям, которые хотят, вот, исходя из этих реалий? Молодым людям, которые желают заниматься музыкой, я посоветовал покончить с собой. Очень. Потому что подавляющее большинство людей, действительно талантливых, потому что многие рождены, чтобы быть музыкантами, чтобы быть артистами. Ты понимаешь, что с человеком происходит, если он не реализует эту генетическую свою сущность? Он по рождению музыкант, и он не реализует ее. Что с ним происходит? 999% это люди несчастные, алканы или люди заброшенные и выброшенные за борт. Ну, мы знаем фамилии. Мы знаем фамилии только тех, кто сверкнул и исчез. А ведь подавляющее большинство даже не сверкнули. Даже полшага не сделали. Или у них этот музыкальный талант вообще уничтожен на корню еще в детском садике. Поэтому будет Пол Маккартни владеть правами на песню «Дорогой длинною» советских авторов. А нравится ли вам татарская музыка? Я вырос на татарской музыке. Естественно, дома были в основном татарские пластинки, потому что мама очень любила. Ну и отец любил, хотя он не татарин, он там казах из Хакасии. Но
У нас больше было татарских пластинок дома. А что-то можете вспомнить, какие песни? Киштана буран, иртана буран, ну и так далее. Ти-да-да-ди-да, я забыл там дальше слова. Ну, много пластинок было. А язык знали татарский? В советское время вообще мало кто знал свой национальный язык, особенно если они проживали на других территориях. Дело в том, что все практически национальных школ не было. Туда ходили единицы. Детский садик по-русски. А где родители в это время, пока я в детском садике? На работе? На русской работе. В железнодорожном депо, в бухгалтерии моя мама сидела. Отец в Сбербанке работал, где в основном были русские. Никто не говорил на национальном языке. Ну, можно было дома послушать пластинки. А кто мне их переводил? Никто. Потому что мать с утра до ночи пахала. На 2 работах работала, чтобы эту огромную семью прокормить. А ночью, когда все спали, я слышу, как ширкает эта стиральная доска. На 8 человек семью надо было перестирать все это, все в говне, потому что еще коровы, бараны, куры, козы, огород, это все надо поливать, все в грязи. Поэтому в советское время вообще не было такой общегосударственной цели, хотя были национальные школы. Но это все-таки не было подавляющим в обучении молодых людей, ну, детей, потому что в основном учились в русских школах. А дома разговаривали на русском, да? А дома разговаривали, как они с нами могли разговаривать, если мы в детском саде говорили, в детские ясли нас отдавали, еще года не было, там все говорят по-русски. В детских яслях, там в 3-4 года уже отдавали в детский садик, там все говорят по-русски. Потом в школу, там все говорят по-русски. Кто с нами дома будет разговаривать на своем языке? Они так и разговаривают. А соседи все тоже русские. А у вас есть вот сейчас какая-то там тяга, интерес к казахскому или татарскому языку? Конечно, ну конечно. Я об этом стал сожалеть лет в 50, к сожалению, только. О том, что я не знаю национального языка. Вообще знание большого количества языков обогащает человека немерено. Не как деньги, не как там, я не знаю, путешествие или что-то еще. Знание языков. Потому что у вас есть возможность понимать гигантское количество людей, читать литературу совершенно самобытную. Это обогащает человека несказанно, знание многих языков. Поэтому я всегда восхищался и восхищаюсь по сей день людьми, которые знают много языков. Ну, у нас же есть вот такая тенденция. Люди говорят, а зачем нам нужен там татарский? Ну, надо все равно все на русском, и вузы не надо учить. Да. Вот то, о чем я говорю. Это Советский Союз. Я думаю, что в Татарстане надо учить подавляющее большинство населения Татарстана должны все-таки первоначальное обучение проходить на языке Татарстана, на татарском. Потому что русский язык проникнет, хочешь ты этого или нет. Потому что русский язык общенациональный, не территориальный. Но на своей территории надо отдавать предпочтение территориальному языку, потому что русский все равно проникнет. Чем больше человек знает языков, тем он богаче. И не только в знании языка,
Но это же разная культура, это разное эмоциональное состояние. Мы же, все народы по-разному воспринимают мир. Видеть мир объемным или видеть мир плоским? Ну, есть разница. А объемный мир можно увидеть только тогда, когда ты знаешь. Ну вот ездят куда-то в Японию, в Корею, поехали на Олимпиаду. Ну и что, походили по улице, посмотрели на здание, на архитектуру, там, ну, на что-то еще, на танцы местные. И все, на этом закончилось общение с там, корейцами. А если бы они знали корейский? Совсем другая глубина общения. Конечно, лучше, когда люди, чтобы люди знали. Или идеально вообще сделать так, чтобы вся планета говорила на одном языке. Ну, поскольку у нас этого варианта нет, надо учить тогда как можно больше языков. Идеально надо учить свой родной язык, надо учить русский, поскольку мы живем в России, надо учить языки соседей, украинский, белорусский, корейский, японский, монгольский, китайский. А как вы думаете, вот как в современном мире можно, живя в мегаполисе, сохранить свою культуру? И возможно ли это, и язык? Ну, это вообще невозможно. Даже античные греки, владея практически всем известным тогда миром, не смогли отстоять свою ни культуру, ни язык. Утратили античные греки. И сегодня греческий язык совсем не тот, на котором разговаривали античные греки. Поэтому думаю, что не существует способов. Люди общаются. И им всегда нужен язык общения. А тем более, если вы живете на чужой территории, в чужой языковой среде, неизбежно вы утратите свой собственный язык. А с кем разговаривать? Это плохо, конечно. Идеально, чтобы сохранить. Ну, самобытность национальной культуры, она в первую очередь зиждется на языке. Понятно. То есть нет рецепта, да, сохранения языка у вас? А? Нет рецепта сохранения языка. Вот в Москве живут татары, не могут они... Нет, это невозможно. Потому что всегда люди хотят общаться, им нужен язык общения. Значит, получается, что на своем национальном языке вы общаетесь только в своей среде. Это узкая среда. А какие черты характера вот у татар вы могли бы вот, отличить? Ну, татары – это, конечно, люди высочайшей культуры. Высочайшей культуры и взаимоотношения между внутрисемейные, очень деликатные, уважение к старшим, уважение к бабушке, к дедушке, уважение к своим традициям, свойственные татарам. Вообще, эта нация очень высококультурная, ну, понятно, почему. Надо же не забывать, что, собственно говоря, татары основали российское государство. Это столица под названием Москва основана татарами. И ярлык направления получали в Ставке там, да, и Александр Невский получал туда, подползал 150 метров на коленях за грамотой, дающей право направления московским, как она называлась, вылетела у меня память, московским царством, да. В общем, собственно говоря, конечно, татары заложили основу российского государства.
Ну, могло ли бы Московское царство управлять Уралом или Предуральем или Сибирью? Конечно, нет. Никогда бы не было такой силы, которая была у Тимучина там, или у Чингисхана. Это же просто какие-то невероятные по тем временам силы. Они по сегодняшним меркам даже. Это сотни тысяч людей, вооруженных, шли, оставляя после себя не выжженное поле, а оставляя после себя государство и систему управления. Мы же сегодня не задумываемся даже об этом. Откуда, как возникла эта гигантская территория, принадлежавшая татарам и монголам? А какие вот черты характера татар присущи вам, и как они вот помогли или, наоборот, мешали развиваться? Ну, я не знаю, я совок, я советский человек, уже, к сожалению. Вот тут, поскольку родителей мы почти не видели, все разговаривали на том языке, на каком говорили соседи, а там были в основном русские и украинцы. Мы были единственными татарами, разговаривать не с кем было. Отца и мать мы не видели, они были 12 часов на работе. Поэтому мы говорим на том языке, который окружал нас с рождения в детстве. И в нас все-таки вот эта советская культура заложена в основу нашего мировосприятия, наших миропонимания. Это советский менталитет. А вот возвращаясь к эстраде, вот у вас не было когда-нибудь желания вот тоже вот татарскую музыку, татарскую песню продвигать, попробовать? Я очень люблю татарские песни. Ну, это у нас дома, я уже говорил, огромное количество пластинок было. И татарскую музыку. Она у нас дома звучала постоянно, на всех пьянках-гулянках звучала татарская музыка, поэтому вот, не зная языка, все-таки песни татарские я знал очень многие. Но она же пели. Вот Да, песни конечно, именно поэтому. Вот этот проект продвигать на всю Россию, это не было желания или невозможно? Ну, мы уже говорили, для того, чтобы развивать музыкальную индустрию в любом направлении, скажем, языковом, татарского, да, или там стилистического какого-то музыкального. Для этого нужны огромные средства. И вкладывать это средство нужно 24 часа в сутки. Понятно. Я уже говорил, вот, скажем, до появления интернета музыкальная индустрия была главной экономикой в Америке, главной отраслью в американской экономике. Ну, понятно, вот мы же не отдаем себе отчет, что целый день звучит музыка. Музыка по радио, музыка в машине, мы приходим домой, музыка. Для нас это фон. Для так называемых капиталистических стран это деньги, которые постоянно шелестят в ушах. Потому что любое звучание музыки, значит, какой-то автор уже получает. Значит, какая-то радиостанция уже зарабатывает. Значит, какой-то человек, который владеет всем этим, уже набивает карманы. Да, даже не важно, сигнал идет та-да-да-да-да, та-да-там, пам-пам. Радиосигнал. Это деньги в музыкальной индустрии. А еще хотел вот задать вопрос по поводу вашего творчества. Вот какие-то у вас были вот эпатажные вот такие пиар-ходы, что ли? Вот это чем связано? Вот это как в жизни вы одни, что ли, или это специально для... Нет, я профессиональный человек.
Я очень хорошо понимаю, как устроено человеческое общество. Я знаю все те табу, которые, ну, по большей части, конечно, это абсурдные табу. Но человек родился голым. Мы до 5 лет голые бегаем. От кого мы чего прячем под одеждой и стыдливо прикрываемся тем, что у нас под одеждой что-то есть. Но кто это не знает, что у нас там? Но это же табуированная, некая табуированная зона. Куда нельзя? Почему? Ты мне можешь дать внятное объяснение? Почему человеческое тело голое – это табуированная зона в социуме? Я это понять не могу. Но на это можно зарабатывать деньги. Порно – одна из самых успешных отраслей в мировой экономике. Угадай с 3 раз почему. А это основа жизни. Сексуальная потребность – основа жизни на этой планете. Разумной жизни и неразумной. А тогда что, вы согласились сниматься в порно? И в тот же момент это запретная как бы часть любой культуры. Причем в античной Греции она воспевалась и никогда не была запретной. А культура античной Греции по сегодняшний день остается хрестоматийной. И более того, и сегодня существуют нации, народы, где довольно свободны от этих предрассудков массовое сознание национальное. На это можно зарабатывать деньги. И зарабатываются на этом деньги большие. А что получается, вы согласились сниматься в порно, что ли, тогда? Ну, я бы снялся в порно, если бы не боялся того, что многие вообще прекратят заниматься этим навсегда, увидя меня. Думаю, что я никого не возбуждаю. Не хочется обижать людей, так что порно я сниматься не буду. Ну, такие эпатажные выходки могут быть. Ну, я думаю, что для этого существуют красивые люди, для того, чтобы делать все-таки красивое порно. Хотя порно разное бывает. Кто-то любит говно жрать. Ну. Я говно не ем. То есть вы считаете нормальным, вот, да, когда вот в шоу-бизнесе появляется, кто-то заявляет, что он гомосексуалист, а кто-то заявляет, что... А это от людей ведь не зависит. Мы ведь не только делимся на гомосексуальных, гетеросексуальных. Сексуальность человека имеет широкий спектр. Этим еще занимался Альфред Кинзи. Первым начал заниматься в 1947 году изучением человеческой сексуальности. И человеческая сексуальность, она в течение дня может изменяться, а тем более в обществе она имеет самые разные формы проявления. И это, естественно, это основа эволюции. Если бы этого смешения не было бы эволюции на планете Земля, не случилось бы появление человеческого разума. Ну и не только человеческого. Мы же не упрекаем природу, я имею в виду растения, животных, в том, что они многогранны в своих проявлениях сексуальных. Ну, не только сексуальных, потому что растения, в общем, вряд ли это сексуальность. А способы размножения самые разные существуют. Из одного пола, из разных полов, или параллельных полов, ну и так далее. Если примитивно так называть сексуальностью размножения, то оно очень многообразно. И это естественное состояние жизни.
Вы можете сколько угодно это все табуировать любыми какими-то совершенно иезуитскими моральными законами. Ну, например, Гитлер вырезал гомосексуалов. В античной Греции гомосексуалы управляли. Женщин в школу не брали, брали только мальчиков. В античной Греции школы – это мальчики, который должен был иметь сексуальный контакт с учителем, потому что они считали, что вместе со спермой передаются знания. Разные культуры по-разному воспринимают сексуальные отношения, поэтому существуют объективные эволюции сексуальности в природе на планете Земля. Думаю, что эти же законы действуют и на любой другой планете, если там есть жизнь. Другой вопрос. Можно политизировать, можно табуировать, можно морализаторски подойти к естественным процессам на планете Земля. Но это всего лишь говорит об убогости человечества или человеческих обществ. Потому что так, как воспринимали секс в Советском Союзе, и еще и сажали в тюрьму, сейчас мир так не воспринимается. Ну, естественно, советские схемы в башках у людей остались. Они должны вымереть вместе со мной, чтобы пришло общество адекватное, которое бы вообще не относилось к сексу как к чему-то запретному, как к запретной сфере. Больше того, ведь еще в XIX веке к еде относились так же, как к сексу. Кушали в специальных помещениях, так, чтобы не видели. И был определенный принцип, как кушать: ложку левой, вилку в правой руке, там, я не знаю, что с чем, чушь собачья. Поэтому человечество взрастает из заблуждений. Естественные процессы. Мне вообще, конечно, глубоко наплевать, поскольку я в свое время очень с большим удовольствием занимался постижением эволюционных процессов. Мне было все это интересно. Ну, сексуальность – одна из форм эволюционных процессов. Не одна из форм, а одно из состояний. И, конечно, это очень интересно, когда очень многие физические процессы, но мы же не ходим в туалет на Красной площади. Хотя есть, а собаки ходят. Очень много обществ в своем развитии создает табу, что можно, что нельзя. И все эти, мы же видим, как эти табу изменяются. Что можно было в 19, 20 веке или нельзя было. Сегодня мы на это смотрим как на абсурд. Даже в абсолютно органичных, естественных племенах, там, скажем, где-нибудь в глубинах Африки, все равно существует табу. Потому что табу формирует общину, то есть тот круг людей, которые нам близки, сохраняя род. В нашем роду так, в том так. Мы должны быть разными, чтобы не смешивались. И вот эти заборы условно ставятся. И я так думаю, что это происходит даже на микробиологическом уровне. Это заборы естественные для сохранения какого-то одного состояния биологического вида. И тут сюда же относится сексуальность, хотя сегодня, ну, скажем, в Китае никогда не было так жестко табуирована сексуальность, как в Индии, в
Там сексуальность сама по себе не имеет значения, у кого с кем какие отношения. А сексуальность – это часть божественного процесса. А у нас сексуальность была вообще запрещена. Вот до этого маразма надо было дойти. То, что дает тебе жизнь, является аморальным. То, что является условием жизни, аморально. Вот до такого маразма может сформироваться в неких обществах сознание. Вы хотели это разрушить, да? Частично. Хотя бы. Я ничего не разрушаю, мне все равно. Я живу своей жизнью, каждый человек живет своей жизнью, но заблуждения человеческие меня, конечно, раздражают. Ну, я прекрасно понимаю, в чем суть этих процессов, эволюцию этих процессов, поэтому, раздражают, но не до такой степени, что уже взял, пошел, повесился. Понятно, что это эволюционные процессы, ты ничего не можешь тут поделать. Ведь мы же понимаем, что рано или поздно возникнет искусственный разум. Как он будет размножаться? Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.